Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшнего гадания звучит так. Как он реагирует на ваше молчание? Пожалуйста, посмотрите на песочек, подумайте о любимом человеке, либо о том, кто вам интересен. Представьте его глаза, его голос, его улыбку. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Мой милый, дорогой, назовите его по имени. Как ты на самом деле реагируешь на мое молчание? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим на вашего мужчину, на его чувства, на его мысли и, конечно же, главный вопрос – реакция. Так, но смотрите, ваш мужчина сейчас явно, вот он либо в депрессии, либо он действительно болен. Я вижу ситуацию того, что человек мог себя плохо почувствовать, да, и здесь действительно либо вот он чем-то приболел, да, и либо он в какую-то депрессию прям впал. Скорее всего, у вас какая-то ссора произошла, да, что-то между вами произошло. Причем вас и его накрутили. То есть вы оба как будто бы кем-то проработанные были, да, и схлестнулись просто на чужих словах. То есть вам что-то наговорили, ему что-то наговорили, и вот вы, да, кстати, вы, может, что-то где-то у кого-то видели. То есть у вас были к нему претензии, а у него к вам претензии такие, знаете, вот, детские, что ли, да, глупые, а вы серьезно его спрашивали. Он, понимая, что вы серьезно спрашиваете, не желая давать вам ответ, потому что ответа, того, который вам понравится, у него нет, он решил спровоцировать, скажем, такой скандальчик, да. Он не ожидал, что вы настолько обидитесь, он не ожидал, что вы настолько уйдете в себя. То есть до этого у вас такие ситуации уже происходили. И в таких отношениях, да, в такой ситуации он там говорил, прости, либо там цветочки вам задаривал, вы его прощали, и все начиналось по новой. Либо наоборот, даже вы могли первые какие-то вот знаки ему подать, что я там готова примириться. И он понимал, что все будет хорошо. А здесь вы конкретно на него обиделись. Возможно, вы даже съехали, если вы вместе проживали, да, либо его там выставили на улицу с чемоданчиком, да, либо с кулечком, с трусиками. То есть у мужчины реально от вас шок. Он в шоке, он не понимает, что происходит. И знаете, вот тут он начинает просто копаться в своей голове, копаться во всех воспоминаниях и начинает подозревать, да, что кто-то ему что-то говорил, что вы там классная, красавица, скорее всего, у вас там куча мужиков, что за вами там ходят, бродят. И вот он почему-то думает, что вот крест, да, между вами не мост, а крест идет, что эти отношения, они могут быть закончены. И знаете, так ему страшно, так ему боязно, что он, бедненький, прямо действительно чахнуть начал, переживать и прям зациклен на этой ситуации, да. Он думает, неужели все? Вы вообще у меня выходите, вот два человека, да, которые скрестили вот так вот мечи. Реально. Вот какая-то между вами прям борьба случилась, да, достаточно жесткая и необычная именно для вас, для ваших отношений. То есть что-то было впервые, либо по-новому, либо реакция какая-то пошла, либо какие-то упреки пошли нестандартные, необычные. То есть здесь, да, сложно. И знаете, что я скажу, что вы вот больше как бы у вас претензии насчет будущего, насчет семьи, отношений, серьезности. А у него надуманное. Это первый момент. Второй момент, за ним стоит другой человек. Прям стоит таки над ним человек. Опять же таки, да, вы могли поссориться из-за его, там, например, мамы, либо его бывшей, либо настоящий даже, да, то есть за ним стоит человек. Кто это конкретно, женщина, мужчина, я не могу сказать, здесь не указано. Но тем не менее, я вижу, что как будто бы этого человека защищают, что ли, да, либо этот человек очень сильно влияет на всю эту ситуацию. Так. Очень много тоски, очень много переживаний, но и обида у него тоже на вас есть. То есть он на вас обижается за то, что вы спровоцировали, он считает, что вы провокатор, он считает, что вы
там, я не знаю, вот за вами тут две женщины стоят, может быть мама, может быть подруги, может быть семья ваша, то есть считают, что вас там где-то накрутили, дескать, вы пришли на него там выплеснули, а он там ни сном, ни духом, ни в чем не виноват, и вообще, что это такое? Если бы любила, она бы никого не стала слушать, она бы всех послала и сказала, что нет, это моя семья, мой любимый человек, и идите все лесом, да, вот, а вы нет, вы не такая, вы вот прям слушаете, да, вот вам женщины, да, рассказывают, а вы их слушаете. То, что он слушает кого-то, да, кто там за ним стоит, мало того, он же от вас еще тут скрывает кое-кого, да, тут есть скрытые два, видите, за столбами два человека, один человек за столбом стоит, второй человек за столбом стоит, он скрывает от вас двух людей. Эти люди, ну, смотрите, тут либо он этим людям что-то дает, может быть, там деньгами помогает, либо в долг дает. Либо эти люди, они, ну как бы так, они отнимают его внимание, может быть, по ресурсам его опустошают. Это может быть его там, я не знаю, там родственники, друзья, там дети от бывшей семьи. То есть он скрывает от вас два человека, он скрывает от вас. То, что он с ними там видится, общается. Я не буду говорить, что это там любовницы. Нет, я это не буду говорить, я этого не вижу. Но то, что он подвязан на этих двух, и он это скрывает, это точно. То есть вы еще и не знаете всех его секретов. То есть с вашей стороны все чисто, все открыто, а с его стороны есть секретики. Он вам не договаривает, понимаете? Он знает, что если я ей скажу, будет бурная реакция, и чтобы сохранить там отношения, мир в семье, как говорится, да, лучше я там промолчу. Но когда вы об этом узнаете, тут такая реакция будет. Вы такое ему скажете, сделаете. Я не знаю, тут вы можете перебить, я не знаю, всю посуду в доме. Какую посуду, всю мебель можете там разгромить. Вы такая, вы очень активная, когда вы... Нет, смотрите, вы в принципе тихая, спокойная, да? Ну, как говорится, в тихом омуте черти водятся. Вас, если довести, особенно довести до какого-то прям пика, да, то вы, ну... Вы себя вообще не чувствуете. Вы теряете контроль над собой и над ситуацией. Тут такое может произойти, что им мало будет и места, и земли, да? Вернее, места на земле. И он это знает, он это знает. Он уже видел, какая вы можете быть в гневе. И его это реально напугало. Вот он, я не знаю, там, может, посидел даже немножко после той ситуации. То есть он, опять же таки, да, это не был виноват он, был виноват кто-то другой. Это была ситуация вообще не связана с вашими отношениями. Но вот тот гнев, праведный гнев, который у вас был, он его реально напугал. Да, и вот он думает, Господи, вот если она на меня так психанет, мне так страшно, куда же я денусь, где же я спрячусь. Вот такая ситуация здесь есть. Так. Дальше идем, да. Смотрите, он надеется, что все-таки вы одумаетесь. Возможно, даже он будет с кем-то наводить мосты из вашего окружения. И разговор, видите, по этой длинной удочке будет вести, может быть, ну это не мама, да, это скорее всего какая-то подруга. Через подругу, через приятельницу будет с вами налаживать разговор, диалог. Ну, будет прощупывать почву, понятно, да, для начала, что происходит, как вы там к нему настроены, что вы о нем думаете. Но потом будет пытаться, да, там найти какие-то, не знаю, вариантики, как бы с вами там примириться, восстановиться. Но он не будет, вот он прям себе сказал, я не буду просить прощения, я не буду прям, ну там, не знаю, перед ней кланяться, как он там думает, да, я не буду унижаться. Вот, мы оба там типа виноваты, оба там много себе лишнего позволили, поэтому мы оба должны пойти навстречу друг другу. Вот такое идет. Так, ему сейчас действительно очень плохо, и у него, смотрите, я еще такую вещь скажу, скорее всего, из-за вот этих всех ваших семейных войн, да, скорее всего, у него и по работе, по бизнесу пошли неприятности. Вот он, ну, как теряет, как это правильно сказать, да, он теряет внимание, да, он не может переключиться. Вот он в тоске ходит целыми днями, и он не может переключиться на работу, на дела. Потому что вы для него, да, ваши отношения, ну, походу, самое главное в жизни. И то, что помогает ему по жизни идти. Вообще он считает, что вы фартовые, что вы приносите ему удачу, что вы приносите ему, ну, не знаю, там прям
прибыль приносите, да, когда у вас все хорошо, у него хорошее настроение, у него очень хорошо работают, там, не знаю, голова, руки и прочие части тела, да, он может там постараться показать себя на все 100. Когда вы ссоритесь, во-первых, он с вами, скорее всего, по каким-то вопросам советовался, либо советовался хитро, просто спрашивал ваше мнение, либо смотрел на вашу реакцию. То есть здесь мужчина мог быть как так и так, да, то есть признаться, что я там у женщины прошу советы, для него нелегко. Но с другой стороны, ваши советы, они какие-то суперские, уникальные, они ему были нужны. Сейчас, понятно, да, вот этих советов нет. Мало того, само его будущее не предопределено, да, что будет происходить, как ему восстанавливаться, как ему входить обратно в ваши отношения, как вас там уговорить, как не довести ситуацию до большего, там, не знаю, трэша, потому что это все может быть, реально может быть. Он видит вас непредсказуемой, серьезно. Он вас побаивается вот именно в таком состоянии. Он, кстати, знает, что вы на него до сих пор злитесь. Он знает, что вы его не простили. И, возможно, он там вам что-то... Ну, либо он пытался писать, либо он просматривает ваши социальные сети. И когда вы, например, готовы с ним были мириться в прошлые разы, да, может, вы какие-то новые фоточки выкладывали, может быть, вы там как-то особенно шикарно выглядели, то есть для него это были сигналы. Сейчас, возможно, вы в последнее время, вообще там последние там, несколько дней ничего не публикуете, и он понимает, что... она не в самой лучшей, да, ну не то чтобы в форме, да, в эмоциональном не в самом лучшем состоянии, она зла, она не желает идти на примирение. Вот, что делать вам? Ну, честно, я не вижу тут какого-то радикального совета для вас. Я могу лишь сказать, что эта ситуация не первая и не последняя. Мужчину этого вы, скорее всего, не перевоспитаете, не переделаете. Он у вас не так прост, как кажется. И он, ну, достаточно хитренький человек, даже по вот этим 2 секретам. Это не новые секреты, это уже они давно они в его жизни присутствуют. То есть он вас все-таки где-то в чем-то, ну, за нос водит, да. Я не буду говорить обманывать, за нос он водит. Не договаривает. Это да, это есть. Эти секреты все равно они рано или поздно всплывут на поверхность. Конечно же, они не пройдут для него бесследно, да, что вы там не закроете глаза и скажете: давай, да, махнете там рукой, давай. Нет, так вы не скажете. Конечно, придется за каждый из них достаточно серьезно ответить, а кому-то даже и расплатиться. Вот, потому что вижу, девочка тут грозная зашла, женщина, да, которую просто так нельзя водить за нос без последствий. Это в принципе невозможно. Может быть, это и правильно, да, не давайте ему спуска в этом плане. Я вижу, что между вами, возможно, будет примирение. Оно, конечно же, будет, но оно будет на условиях ваших. То есть вы этого человека додавите. Вот у меня, в принципе, венец, да, вышел 2 человека. Он и вы. Вы, смотрите, вы свое возьмете. Да, вы свое урвете, потому что вот подарок, да, на вашей стороне моста идет. С его стороны будет куча головной боли и куча неприятных моментов, которому придется пережить, да, чтобы с вами примириться, чтобы с вами восстановить отношения. Мало того, вот человек, который там ему что-то там, ну не знаю, там помогает, советует, видите, от этого человека у него нож в спине. Вот когда эта ситуация вот совсем скоро случится, когда он поймет, что ему нож прям в самую, не знаю, лопатку засунули, да, вот он тогда начнет активничать в вашу сторону. Он будет, кстати, вам, может быть, и подарком вот вас покупать, ну, извините за слово покупать, да, ну, выпрашивать, подарком выпрашивать ваше прощение. Вот так вот будет, да, потому что голова у него очень большая, пухнет, да, как бы с вами скорее примириться. И вот он вам подарочек такой, да, либо он там придет к вам, там, не знаю, с 1001 розой и будет выпрашивать ваше прощение. То есть вот эта молчанка, которая между вами, она закончится. Закончится она, ну, достаточно, скажем так, скоро, потому что у него буквально вот неделя-2, да, он получит, ну, по бубенцам просто таки получит от того человека, которого считал там другом, товарищем и прочее, прочее. И, конечно же, побежит к вам, потому что вы, ну, вы его ангел, да, ангел-хранитель, будет вам тут и извиняться, и кланяться, и подарочки делать. Как он переносит ваше молчание? Очень плохо переносит. Ему сейчас очень-очень нелегко. Когда у него проблемы с вами, у него в жизни вообще все рушится.
И это действительно связано с тем, что вы фартовая, и вы действительно приносите ему удачу. Когда он в этом убедится на 100%, поверьте, он от вас никогда не отстанет. Вот эти отношения, они вообще пахнут браком и семейными отношениями. Вот что будет происходить. Потому что такую ценность нельзя оставлять надолго без присмотра, и ее нужно хранить, беречь и по возможности, да, еще и чем-то украшать. Такая ценность, как вы, вас нельзя упустить. Вас нельзя упустить. Вы редкость, вы просто бесценны. Вот. И он это понимает, вернее поймет. Он сделает все. Он сделает все, чтобы вы были всегда с ним, были его. Так, мои дорогие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.